тесто кладем начинку, раскатываем. Повар Лейла Цычоева готовит национальные ингушские лепешки чапельк – тонкую золотистую лепешку с творогом. Это самое популярное блюдо в Ингушетии. Можно сказать, что визитная карточка республики. Примерно такое, как плов в Узбекистане или хинкали в Грузии. В древности чапельк выпекался на углях, но сейчас его можно выпекать и на сковороде. Главное знать, как правильно это делать, чтобы лепешка получилась вкусной. Выпекается на на огне, на сухой сковороде. Без масла, без ничего, на горячей сковороде. Потому что если сковородка будет холодная, чапельк будет твердый. Кстати, лепешки могут быть не только с творогом, но и с картофелем. Это основные две начинки. Главный секрет в тесте. Тесто замешивается на кефире, плюс там некоторые ингредиенты. Не очень сложное тесто, но тем не менее получается не у всех. Еще одна ингушская традиция – изготовление войлочных ковров с национальным орнаментом. С давних времен у ингушей войлок из овечьей шерсти широко использовался в быту. Из крашеного войлока делали ковры, которыми украшали жилища. Процесс этот был весьма трудоемким. Шерсть промывали, сушили, расчесывали, а потом валяли вручную. Приходится локтями, процесс трудоемкий и очень тяжелый, особенно для женщин. Вот так вот перекладывается все, и потом будет тоже кататься в другом направлении. Из готового войлока вырезался орнамент. Затем вырезанные части окрашивали. После просушки их подгоняли и сшивали ровными и частыми стежками, а затем обрамляли белым шнуром. Истинно окантовывали орнаментной каймой, придавали форму правильного четырехугольника, несколько дней сушили и утюжили. Сейчас искусство изготовления ингушских истингов возрождает этнограф Зейнеп Дзарахова. Нам не нужно ничего изобретать, нам не нужно никуда уходить. Нам нужно понимать, что ковер – это есть решение художественное, это воплощение мысли, идей, информации, и ее нужно сохранить. Кстати, в Республиканском доме народного творчества уже открыли мастерскую. Такие же заработали во многих ингушских селах. Работа заинтересовала и школьниц, и пенсионеров. Техника называется четвертушка. Это уже выкроенная основа для одного ковра. Ковры из вальной шерсти непременно включали и в приданные невесты. Изготавливали в подарок родственникам мужа, дарили при рождении ребенка. Но кроме ковров и чапельга в Ингушетии теперь есть свое производство вкусного антидепрессанта – шоколада по особым рецептам. Чтобы отличаться от конкурентов, кондитер Фатима Галаева сделала ставку на натуральность своей продукции. Она разработала более 60 видов шоколада и конфет, а также придумала многочисленные рецепты без белого сахара. 3 ингредиента. Какао-бобы, высушенные, отферментированные, высушенные, обжаренные. Туда не добавляется алкоголь. Там очень много всего. Мяту, корицу. Мята дает такой вкус бесподобный. Вся рецептура тщательно выверена. Даже температура шоколада должна быть особой. Это у нас горький шоколад. Для удобства мы заливаем мешочек, чтобы у нас ничего не пачкалось. Готовые начинки мастерица раскладывает по формам, заливает шоколадом и отправляет в холодильник. Через некоторое время лакомство готово к столу и на подарки. Пока такой шоколад можно купить только в Ингушетии. Но не за горами тот час, когда и в другие регионы отправятся фирменные коробочки с логотипом Фатимы Галаевой. Татьяна Дубровина, Михаил Чупрасов, Алексей Чернобривка, Александра Смирнова. Вместе РФ. Республика Ингушетия.